Другим новостям, согласно планам техперевооружения, «Алроса» переходит на использование современных, экономичных и прочных материалов. Лучше всего, если они будут отечественного производства. Не первый год «Алроса» сотрудничает с красноярской группой компаний «Техполимер». Недавно специалисты этой компании представили в Институте Якутнепроалмаз последние разработки в области геосинтетики. О том, что это такое и для чего могут служить такие материалы, разбирался наш коллега Роман Муконин. Сергей Путивский, коммерческий директор и сын основателя группы предприятий «Техполимер», давно известен специалистам Якутнепроалмаза. Компания его отца начала сотрудничать с «Алроса» около 10 лет назад, успешно внедряя на алмазном производстве свои композитные материалы. Последние разработки в этой области недавно были представлены им на презентации в Институте Якутнепроалмаз. В первую очередь алмазную науку интересовали заменители бетона и материалы для гидроизоляции. Компания «Техполимер» предлагает широкий ассортимент геосинтетических стройматериалов. Такое название они носят потому, что используются в основном для строительства геотехнических и гидротехнических сооружений. Это пленки, решетки, сетки, плиты различных наименований, бентотех, геотекстиль и другие. Все материалы выполнены из полиэтилена и полипропилена. Они прочнее, легче, да и выходят гораздо дешевле зарубежных аналогов. Один из первых объектов строительства делали в 2003 году. Здесь, в Накыне, мы делали водоперепускные сооружения и гидроизоляцию дамбы. И, скажем, это уже учится больше 12 лет. Наш геосинтетический материал, называющийся геомембраной, это толстый полимерный лист, работает в этой дамбе и достаточно успешно. И, собственно, поэтому мы здесь. Сейчас специалисты «Техполимера» завершили строительство водоподготовительных сооружений на новом Верхнемунском месторождении, которое «Алроса» собирается отрабатывать в ближайшей перспективе. Объект был построен силами «Техполимера» в сжатые сроки, чем заказчик остался доволен. На очереди строительство других объектов, и разработчики строительных материалов из Красноярска также надеются принять в этом участие, что станет для «Алроса» гарантией качества и позволит сэкономить финансовые ресурсы.